Приветствуем всех и каждого, кто уже с нами. Это проект «Единомышленники» на YouTube-канале Gagos Media. Друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, можете сделать это прямо сейчас, если, конечно, вам интересны наши дискуссии. 4 года ожиданий и надежд, и вот финиш. Народное собрание завершает свой мандат. Но жители автономии, на наш взгляд, так и не увидели ни эффективности, ни стабильности, ни развития. Вместо этого конфликты, блокировки и урон имиджу Гагаузии. Как автономия пришла к такому финалу? Что стало причиной политического тупика? Почему ключевые решения так и не были приняты? Какие последствия ждут регион после такого финиша? И главное, что дальше? Есть ли шанс на новые надежды? Обо всем этом в сегодняшнем выпуске «Единомышленников» с гостем в студии, который знает толк в работе Народного собрания Гагаузии. Друзья, мы рады каждому зрителю, поэтому предлагаем вам по-прежнему подписаться на наш канал на Gagos Media, ставьте лайки, делитесь эфиром и, конечно, пишите комментарии. А вместе мы делаем Gagos Media лучше. Начнем через несколько секунд. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники. Друзья, сегодня в студии проекта «Единомышленники» депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский. Александр Тарнавский, экс-председатель НСГ, депутат Народного собрания Гагаузии 5, 6, 7 созывов. Автор и соавтор более 30 законодательных инициатив, многие из которых приняты и действуют в Гагаузии. Среди них закон о поддержке молодых семей в приобретении жилья Илькиев, о бесплатном горячем питании школьников Гагаузии с 5 по 12 классы, о фонде возмещения контрибуций местным органам власти для привлечения грантовых средств в реализации проектов, о фонде поддержки детей, нуждающихся в дорогостоящем лечении за рубежом, закон о капитальных инвестициях, обеспечивший справедливое распределение средств из бюджета Гагаузии для развития сел и городов автономии и многие другие. Член рабочей группы парламента Республики Молдова и Народного собрания Гагаузии по гармонизации законодательства с 2015 по 2023 годы. Председатель Конгресса местных властей Молдовы в Совете Европы с 2017 года. Здравствуйте, Александр Григорьевич, добро пожаловать в нашу студию. Здравствуйте. Вы знаете, о чем сейчас подумала? Я думала, что до завершения мандата все-таки у нас будет возможность представлять вас в студии как восстановленного судом вице-спикера НСГ. Еще не закончились судебное разбирательство? В ближайшие дни, насколько я помню. Спасибо за приглашение. Всегда приятно с вами пообщаться в такой комфортной, уютной обстановке, поговорить на те аспекты, которые беспокоят наших людей. В отношении моей отставки действительно 9 декабря, то есть совсем скоро, должно быть решение апелляционной палаты КАХУ. Но мы будем рассчитывать, что решение судебной инстанции будет объективным и справедливым. А в отношении Народного собрания, мне кажется, этот созыв начинал работу в очень позитивном ключе, даже где-то реформаторский, потому что были созданы комиссии по изменению уложения, которое практически не эволюционировало за эти 3 десятилетия. Годы, да. Была принята комиссия специально по внесению изменений в избирательный кодекс для того, чтобы гармонизировать наше выборное законодательство. Но, наверное, водоразделом стало даже не приход политики Илана Шора в Гагаузию, потому что после этого Народное собрание, по моему мнению, перестало быть эффективным представительным органом. И действительно, после этого периода все решения Народного собрания, большая часть, особенно таких, имеющих ключевое значение, были оспорены судебной инстанцией, либо приостановлены. Но водоразделом, наверное, стала все-таки последняя стадия работы в качестве башкана Ирины Влах, потому что это Народное собрание, одним из главных миссия его была — это справедливое бюджетное финансирование, чтобы бюджет расходовался прозрачно, справедливо, эффективно. И вот когда мы начинали работать, по моему мнению, это нам удавалось. Но первые же сложные моменты Народное собрание сломалось. Это когда
глава Гагаузии представляла исполнительный комитет и представляла бюджет. Это уже новая глава Гагаузии? Нет, еще предыдущая. Потому что Народное собрание, когда приступает к полномочиям, то, соответственно, переутверждает исполнительный комитет. У нас же разные Чтобы члены исполкома, которые потом продолжат работу, еще раз получили выходное пособие. Вот тут был политический момент, потому что у главы Гагаузии всегда есть дамоклов меч над Народным собранием, если не утверждается исполнительный комитет либо бюджет, оно расформируется. И вот тогда и дрогнуло Народное собрание, и после этого, мне кажется, уже эффективность его пропала, потому что мы не пошли до конца. Если бы мы не голосовали за тот состав исполнительного комитета, за тот бюджет, который был антинародным, да, был риск, что нас распустят, но этот риск всегда есть для политической фигуры, которая идет представлять интересы людей. И вот после этого мы стали как орган послушный исполнительному комитету, а когда уже пришла к власти Евгения Гуцула, соответственно, Шор пришел в Гагаузию, то Народное собрание вообще перестало быть автономной ветвью власти. И, в принципе, мы начали уже тогда действовать не просто неэффективно, но во многом и незаконно. То есть получается, что, простите, именно вот эта точка, когда Народное собрание побоялось, что бывший башкан Ирина Влах может отправить в отставку Народное собрание, это стало уязвимым местом, ахиллесовой пятой? Да, и с того времени, в принципе, распалось единодушие в той команде, которая была сформирована вокруг Дмитрия Константинова, потому что я и несколько коллег, мы заявили, что нет, мы идем до конца, мы остаемся на тех позициях, с которыми мы приходили, что бюджет должен быть прозрачным и справедливым, и эффективным, но, как сказал тогда председатель, большинство коллег не готовы к тому, чтобы сложить свои полномочия, прийти на новые выборы со многими неизвестными. И, в принципе, воспользовалась Ирина Влах этой слабостью Народного собрания и перестала оно быть эффективным представительным органом с того момента. То есть, если перевести в это, Народное собрание поначалу хотело разобраться в бюджетных процессах, хотело контролировать исполнительный комитет, как работает, как реализовывает программы, как тратит деньги, но потом Ирина Влах сказала, что если что, я вас распущу, и тогда Народное собрание стало послушным и пошел по сценарию жизни НСГ, вернее, пошла по сценарию, который вот до конца затянулся, только теперь смена башканов произошла из-за того, что завершился мандат одного башкана и пришел другой. Скажем так. То есть Шор не главная ключевая фигура? После Шора вообще дисфункциональность началась Народного собрания, но первый удар был нам нанесен именно вот в этой ситуации, когда мы перестали быть независимыми представителями того мандата, который нам доверили избиратели. Александр Григорьевич, если говорить о том, что вторая часть мандата депутатов этого созыва пришлась на то время, когда башкана была Гуцул, и многие попали под влияние Шора и в исполнительном комитете, и в Народном собрании Гагаузии, и даже наша ГРТ медиа в регионе. Буквально на этой неделе, на прошедшей неделе, Шор объявил о том, что он уходит из молдавской политики и приостанавливает поддержку всех тех людей, которые были с ним связаны. Как вы восприняли это заявление? Что вы в нем усмотрели? Давайте начнем с начала вашего вопроса. Действительно, когда Илан Шор пришел в Гагаузию со своей политикой, то у нас есть три ветви власти. Это исполнительная, законодательная и судебная. Судебную оставим, потому что она является национальной, будем говорить только в отношении Гагаузии. Представительная власть – это Народное собрание, исполнительная власть – исполнительный комитет и глава Гагаузии. И четвертая ветвь власти, неформальная, это СМИ. Средства массовой информации. Да. И получается, что он внедрился сразу в три ветви власти для Гагаузии. Исполнительный комитет понятно, потому что глава Гагаузии шла под лозунгом «Выбирайте меня, выбираем Шора», или наоборот, неважно, тут слагаемо, если мы поменяем. Исполнительный комитет был представлен Иланом Шором. Народное собрание, после того, как проголосовало за этот незаконно представленный исполнительный комитет, фактически потеряла свою миссию представительного органа и поступила незаконно. Но с общественным телевидением и радио вы намного глубже меня знаете ситуацию. Там тоже произошли изменения, когда руководителем стал человек, близкий к структурам Илана Шора. То есть все три ветви власти ключевые были заняты представителями Илана Шора. И сейчас, когда было заявление Илана Шора о том, что он уходит, то, что он уходит или когда-то он должен был уйти, это было понятно изначально. Потому что человек, который приходит на манипуляции на деньгах и который подменяет демократические выборы покупкой голосов, это изначально понятно, что такая империя, построенная на лжи и манипуляциях, она разрушится. Просто вопрос во времени. И она начала рушиться. Поэтому я это воспринял
радость, наверное, неправильная эмоция, потому что если бы это произошло намного раньше, это было бы намного лучше для автономии. Мы за эти 2 года безвозвратно потеряли многие вещи. Самое главное, мы теряли имидж Гагаузии. А почему он это сделал сейчас? У вас есть ответ на ваш вопрос? Я думаю, что это конец сентября, выборы парламента Республики Молдова, когда провалилась его политика, провалились партии или политики, которых он поддерживал, и поэтому это отголоски вот этого поражения, когда его главная идея в том, чтобы демонтировать существующую власть в Кишиневе, провалилась через Гагаузию в том числе, то начала рушиться эта пирамида, начали уходить люди. И поэтому я воспринимаю это как неизбежный момент, когда вот такие империи рушатся. Александр Григорьевич, вы считаете, что он действительно уходит? В его вот этом обращении к жителям страны было несколько таких вот моментов, которые позволяют в этом засомневаться. Он говорит о том, что будет создавать общий национальный фронт и будет работать дальше на свержение действующей в стране власти. Скажем так, он уходит, но остается его наследство. Наследство — это деморализованная, разрушенная автономия, это люди, тысячи с неоплаченными штрафами, это люди, которые были вовлечены в различные структуры с уголовными делами, с разрушенными судьбами. Это, наверное, вообще главная жертва всего происходящего — Башкан Гагаузии, который вообще находится под арестом. Вот такое наследство он оставляет, и более того, он еще говорит: я, возможно, вернусь. Вернешься для чего? Чтобы еще больше принести хаоса. И вот красная нить, может быть, кто-то верил Илан Шору, может быть, до сих пор кто-то считает, что это благотворитель, меценат и человек вообще с благородными посылами, да? Но когда человек в своем выступлении коснулся президента Республики Молдова и сказал о ее репродуктивной функции, что у человека нет детей, мне кажется, что для воспитанных нормальных людей это должно быть вообще какой-то красной линией после того, что человек вторгается в такие интимные вещи, в такие, настолько быть непорядочным, что те люди, которые ему верили, или те, которые еще лелеют надежду, что он вернется когда-то в политику, должны понять, что с такими людьми невозможно строить нормальное общество. Александр Григорьевич, мне кажется, что на Шора и на риторику Шора серьезного внимания уделять не нужно сейчас. Почему? Потому что, мне кажется, надо ответить на один вопрос даже сейчас, когда уже он заявил о том, что он уходит. Вот человек, который украл 1 миллиард у этой страны, у граждан этой страны, которого осудила судебная система, который сбежал из страны в 2019 году, сначала в Израиль, потом почему-то Израиль, видимо, отказал ему дальше в нахождении в той стране, он сбежал в Россию. Он находится в России все эти годы, сколько он баламутит тут историю Молдовы и гагаузской автономии за последние 2 года как минимум, 2,5. Надо понять, что этот человек, кто он такой, чтобы вообще люди серьезно воспринимали человека. Что значит «я вернусь», когда ты отсюда сбежал в 2019 году? И почему у вас есть ответ на вопрос? Я даже не говорю про людей, я хочу говорить о депутатах, которые, видимо, поверили вот такой логике, вот такого шулера, который сбежал от тюрьмы, обманул всех людей, подвел Гагаузию под вот такое состояние, в котором мы сегодня находимся. Разочарованные люди во всем, в депутатах, в исполкоме, в самом Шоре, в Молдове, в Гагаузии. И он обещает, что мы через 4 года обязательно придем и что-то делаем. Это реально люди верят в такого лидера, кто его называет, депутаты, я сейчас о них говорю, с которыми вы работаете. Вы сделали очень правильный и развернули фокус на том, что вначале нам всем говорили, что это выбор народа. Да? Когда Евгения Гуцул стала по голосам, Башканом, да, что по подсчитанным это выбор голосам. народа. И я помню, когда говорил с одним из представителей большинства Народного собрания, когда у нас начинался этот разлом, прежде всего связанный с утверждением исполнительного комитета, я мне сказал одну мысль: мы остаемся с народом. То есть с народом, потому что они выбрали главу Гагаузии. Я хочу... В истории есть один момент, когда народ решил, кто будет им руководить. Один из самых нарицательных примеров — это 1933 год, когда Адольф Гитлер со своей партией пришел к власти через выборы, то есть законным путем. Тогда тоже, получается, надо было оставаться с народом.
И я сказал этому представителю большинства: а что, по вашему мнению, быть с народом? Ну вот они проголосовали, но вы же понимаете, что люди проголосовали манипулируемые, обманутые. Им обещали золотые горы, край мечты, то, что люди хотели услышать: зарплаты, пенсии, пособия, улучшенную инфраструктуру. Но вы же знаете, что это неправда, это не будет милизона. Да, мы это знаем, но мы не хотим идти против воли людей. И вот, по моему мнению, я вот, когда общаюсь с теми людьми, которые задают мне вопросы, все больше приходим к выводу, что главным виновником в той ситуации, которая сложилась в Гагаузии, в этом феномене Илана Шора, который был здесь 2 года, виновато Народное собрание Гагаузии. Потому что только у нас была возможность остановить этот поток, потому что не люди назначали исполнительный комитет Гагаузии, его назначало Совершенно Народное верно. собрание Гагаузии. Народное собрание Гагаузии, которое понимало, что этот исполнительный комитет не будет эффективным, он будет дисфункциональным. Они понимали, что он представлен Иланом Шором, но мы пошли на это. Пошли опять же по той причине, потому что Мы с нас, народом. наш Бабашкан распустил. Да? Мы с народом, чтобы Но мы боимся, чтобы нас но нас распустили. если не утверждается исполком, то вы распускаетесь. И вот те же грабли, что Ирина Федоровна, когда мы, депутаты, не готовы пойти до конца, не готовы быть до конца независимыми, Но чтобы если не представлять готовы, может мандат быть, людей. депутаты тоже были мотивированы, точно так же, как... Люди, как да. иначе объяснить, Александр Григорьевич? Под мотивацией можно понимать разные вещи, но мне кажется, что главной мотивацией было самосохранение. То есть вот остаться у власти, представлять свой дальше мандат, быть с народом, вот, да, в кавычках, скажем так, вот эти выплаты, голосовать за эти выплаты, за это соглашение, которое было незаконным. Вот это многие решили сохраниться на своем посту, на своем мандате, и мы до конца не были искренними с людьми. И, к сожалению, нас оказалось в меньшинстве, которые смогли сказать: нет, это неправильно, это трагедия. А почему вы используете «мы до конца не были искренними с людьми»? Вы имеете в виду из себя? Я в данном случае, понимаете, в памяти людей останется взаимодействие Илана Шора с институтами власти Гагаузии. В любом институте власти Гагаузии и даже в ГРТ, в исполнительном комитете, в Народном собрании были голоса, громкие или не громкие, это другой вопрос, которые говорили, что да, другой позиции. Но в целом институты власти оказались вовлечены в это. И сейчас какая-то личная позиция у меня или у тех коллег, которые не постеснялись сказать о том, что есть на самом деле, она останется за завесой, потому что, в принципе, органы-то оказались захваченными. А мне кажется, что Всё равно вообще вы от оказались исполнительного непогрешимы. комитета Гагаузии я не слышала таких слов осуждающих. А как действия мог Шора исполком здесь. осуждать? Александр Григорьевич сказал, что и Я в исполкоме были люди, которые тоже говорили об этом. Я сейчас под Ну, не голосами помню. говорю в том числе о бесшумных голосах, потому что мы же все общаемся, мы живем в Не, я небольшом хочу регионе. разделить. Вот Лена Федоровна правильно сейчас подняла этот вопрос. Давайте так. Если депутатов Народного собрания Гагаузии избрали люди, и вы говорите, что каждый боялся за то, что там, боялись распуска. Хотя я знаю, уверена, что несколько депутатов точно не боялись никакого распуска. Среди них, конечно, и вы, извините за... это видно всем, не только нам. Но исполнительный комитет – это что-то другое. То есть, когда 2 года назад еще назначает этот исполком, много раз говорили о том, что это незаконно. И ни один из членов исполкома, назначенных Шором в исполком Гагаузии, ни один за 2 года не сделал никакого шага назад. Здесь серьезно, Лена Федоровна абсолютно права, здесь вопрос к личности. То есть тогда Шор мотивировал не только избирателей, которые поверили в его ложные а самыми мотивированными оказались люди, которые ГРТ отдали на блюдечке золотой каемочкой Шору, которые служат Шору по сегодняшний день в исполкоме. Поэтому от заявления Шора, что я ухожу, я отзываю свои мандаты, депутаты, которых я поддерживал, я им заявляю, что я их больше поддерживать не буду, они будут отзывать свои мандаты. Я ожидала, что уйдет весь состав исполкома. Да, это вот по именно в чести. этом, действительно, и мой вопрос заключался. Они могли бы это сделать раньше, на мой взгляд, если бы в них было то, что двигало бы совестливыми людьми, которые понимали бы, что это в нарушение закона, что вас не мог Шор. Вы не можете Шора представлять. Брасидилбу Бантарласы. Это Гагаузия, у которого народ Гагаузии является держателем, скажем, этой автономии, главным в этой автономии, а не какие-то временно исполняющие обязанности люди.
И если этого не произошло, если после заявления Шора, который говорит, что члены исполкома не делают никто, или, может быть, я не знаю, но никто по сегодняшний день не сделал заявление о том, что я тоже покидаю свою должность. Это означает, что Шор здесь, Александр Григорьевич. А вы делали какие-то свои посты и заявляли о том, что есть какой-то шанс у Гагаузии после Шора. На чем вы основываете свое такое мнение? Никто не ушел. Когда говорил о мнениях членов исполкома, потому что я с ними общаюсь, со многими, мы поддерживаем связь, и они мне кулуарно, конечно, не публично, говорят о той драматичной ситуации, в которой они оказались. Они понимают, что никакой пользы от деятельности исполнительного комитета, по большому счету, для людей ее нет. Есть и депутаты Народного собрания, которые изначально знали, что голосуя за этот исполком, кто его представляет и кто находится в этом составе, они ничего не смогут сделать полезного для людей, но они пошли на эту сделку со своей совестью. Я в данном случае, члены исполнительного комитета ГРТ, это важные элементы публичной власти Гагаузии. Но я еще раз акцентирую внимание на Народном собрании. Давайте, действительно, не будем отождествлять всех вместе, но то большинство, которое приняло это решение сотрудничать с Шором или поддерживать основные решения Илана Шора, оно несет политическую ответственность прежде всего за то, что произошло в Гагаузии. Потому что этого феномена Илана Шора не было бы. Даже при всенародно избранном Башкане Гагаузии, если бы мы пошли до конца, не утверждая исполнительный комитет, и были распущены, то мы бы хотя бы остались в истории и в глазах людей силой, которая противостояла вот этому одурманиванию, который был со стороны Илана Шора. Но, к сожалению, большинство подмялось под это. И нельзя сейчас оправдывать это, мы были с народом. Люди выбрали Башкана, еще раз говорю, через манипуляции, но когда вы голосовали за исполнительный комитет, вы прекрасно знали, что вы нарушаете закон. Александр Григорьевич, вот у меня такой вот вопрос. За 30 лет существования автономии, конечно, были разные времена. Было где-то сложно, где-то легче жила автономия, но такого, чтобы Народное собрание Гагаузии и исполнительный комитет Гагаузии оказались полностью подвластны чужому мнению, внешнему влиянию, стороннему влиянию, такого не было никогда. Но как так получилось, что так легко оказалось взять власть в руки человеку, который в нашей стране осужден на 15 лет за аферы в банковской сфере, человек, который украл миллиард у нашей страны, у ее жителей. Как ему удалось так легко, просто вот на раз взять в руки вот эти вот важные институты власти в автономии? Феномен Илана Шора связан с тем, что очень благодатная почва, когда люди живут на грани выживания и приходит некто с большими деньгами, с большими обещаниями, что это в раз изменится, это очень благодатная почва для таких политических мошенников. И феномен Илана Шора, он не связан с этническим признаком, с Гагаузией, потому что если бы тогда не сняли партию с местных выборов, вообще неизвестно, как бы Республика Молдова развивалась дальше, потому что фактически Илан Шор мог распространить свое влияние на всю нашу страну. Поэтому это не этнический признак, и это не только свойственно Гагаузии. Но чего я больше ожидал от Гагаузии, от гагаузов, потому что это все-таки народ с каким-то своим особенным стержнем, со своим достоинством, когда есть вот эта независимость внутренняя, когда человек поступает по зову своей души, согласно своему воспитанию, согласно каким-то традициям. И почему вот здесь в Гагаузии произошло такое, когда мы могли на фоне даже всей Республики Молдова быть другими. Нам всегда говорили, что нам не нужны пришлые, нам не нужно, чтобы кто-то приезжал с Кишинева, руководил Башканом. Нам нужно, чтобы эти люди жили среди нас. Нам не нужны партии кишиневские, которые здесь нами манипулируют. А тут оказалось, человек даже не из Кишинева, не из нашей страны, вообще откуда-то с Израиля руководил целой автономией, целым этническим народом. И это оказалось удобоваримо для наших политиков. Вот это странность, которую я не смог для себя объяснить, почему большинство Народного собрания сломилось вот под этим внешним управлением, хотя многие из них себя отождествляли с патриотами, да, что мы гагаузы, да, что ГРТ – это общественный вещатель. И вдруг в ГРТ люди, которые являлись патриотами, выбирают
человека, который вообще мало имеет отношения к Гагаузии, который выигрывает конкурс у Федора Доброва, которого как раз все причисляют к тому списку патриотов, которые были в период становления Гагаузии. Вот как у вас это диссонанс происходит? Вы говорите, вы патриоты, выбираете не патриота. Вы говорите, что мы никому не подчиняемся, даже нашей стране официально. Александр Григорьевич, вы ищете логику в действиях тех, которые, на мой взгляд, не хотят жить по логике, потому что у них другая логика. Только что вы сказали, Шор так смог все взять, ну, грубо говоря, образно говоря, да, потому что очень благодатная была почва. И вы говорите о том, что нищенское практически, да, состояние людей помогло Шору вот подкупить обещаниями где-то там. Но с хлеба на квас ведь не перебивались люди, которые избраны в исполком. Они-то жили достаточно хорошо, то есть это, получается, те люди, с которыми лично говорил товарищ Шор, и они главные виновники. Да, депутаты Народного собрания Гагаузии, большинство, которое подыграло Шору, назовем это так, и члены исполнительного комитета. Вы представляете себе ситуацию, когда после того, что Шор объявил всем с большого экрана, что я говорил лично с каждым, и все согласились со мной быть в одной команде, и они стояли строем, и они все, команда Шора до сегодняшнего дня. Команда Шора не разбилась в Гагаузии. И ни один член исполкома не встал и не сказал, даже после, повторюсь свою мысль, даже после этого заявления Шора недавнего, да, что я ухожу, никому не стыдно. И вы приводите в пример, что вот в кулуарах где-то они, члены исполкома, все прекрасно понимают, что тяжело, но подождите, они понимают, но им хорошо. Знаете почему? Гагаузии плохо, а каждому из них хорошо. Заработная плата идет, правильно? Транспортом они обеспечены. Личные планы командировки им бюджет гагаузской автономии предоставляет, потому что положено по закону. А эффекта-то нет. То есть, когда мы говорим о том, что люди виноваты, не то что виноваты, но люди, благодатная была почва, и поддались. Поддались люди, да. Но самыми большими и виновными в этом деле из числа поддавшихся это все-таки те люди, которые сегодня используют бюджет гагаузской автономии, находясь на этих должностях и обслуживая интересы Шора. Вы со мной согласны? Нет? Вы правильно отметили, что я в своих публикациях как раз стараюсь вот эти вещи, которые мы в том числе с вами сегодня обговариваем, раскрыть. Раскрыть на документах, на видеоархивах, на цифрах, что то, что вот сейчас происходит, чтобы люди получали объективную информацию. И о перерождении я искренне в это верю. И действительно у того же исполнительного комитета, который пошел на сделку с совестью, в данном случае с Иланом Шором, вы абсолютно верно подметили, что для чего? Они не готовы пойти опять в школу преподавать или пойти работать каким-то, заниматься другим обычным трудом. А что от этого Гагаузии, простите? Они очарованы властью. Им показалось одномоментно, как и некоторым депутатам, что они небожители, что они выше людей, что им уже нельзя возвращаться вот туда, на платформу, где все, и вместе со всеми работать. У них действительно достойная зарплата по отношению к тому, что получают в среднем люди. Так а вы говорите, что они вам говорят в кулуарах, что так тяжело, так сложно? Я согласен, что они пошли на сделку с совестью, но я еще раз повторяюсь, мы все люди, мы все обременены какими-то вещами, и мы допускаем ошибки. И есть возможность эти ошибки исправить. Да. Поэтому одна из моих последних публикаций была именно направлена на это, что исполнительный комитет после заявления Илана Шора, который вам оказал политическую поддержку, вы бы не были членом исполкома, если бы вас не представил Илан Шор. Вы должны уйти в отставку. Я извиняюсь, это была бы переоценка и признание ошибки. Если этого не происходит, то вы абсолютно правы, что наследие Илана Шора никуда не девается. Но вот вы сделали это свое заявление, простите, пожалуйста, Лена Федоровна, маленькое уточнение. Вот вы сделали это свое видеообращение, прошло несколько дней. Вот те люди, которые вам в кулуарах говорят так-то, так-то, они сказали вам, почему не уйдут в отставку? Это заявление, которое последнее мы сейчас с вами проговариваем, это, наверное, политическая эмоция, да, или политическое предложение им обелиться. Но до этого, наверное, уже год назад мы с Михаилом Николаевичем Жильзоглом, моим коллегой, подготовили официальное обращение к нашим коллегам, когда еще Илан Шор никуда не уходил, когда он был в зените власти и расцвета, скажем так, в Гагаузии. В зените славы, да? Да, мы показали 10 моментов, где нынешний исполнительный комитет нарушает закон, не исполняется. И попросили, давайте мы их отправим в отставку. Александр Григорьевич, они нарушают закон, наказать их никто не может, зарплата идет, перечисляем.
зарплата идет, зарплата очень большая. Кстати, можно узнать у вас, какая средняя зарплата там, одного из начальников? Ну, Средняя. я могу примерно ориентироваться на те декларации, которые Да. публикуются. Это больше 200 тысяч лев в год, то есть средняя заработная плата, наверное, составляет около 20 тысяч лев в месяц. Ну вот, 20 тысяч лей в месяц идет, транспорт есть, перечисляем, да, все блага есть, плюс ко всему есть то, о чем вы говорите, да, я не могу работать теперь в школе, если я уже работала там 4 года, либо 8 лет начальником управления. У них все хорошо, это у Гагаузии плохо. Александр Григорьевич, я У тоже них все хорошо. прочитала ваш пост, когда вы обращались после заявления Шора к исполнительному комитету Гагаузии. У меня даже возникла вот такая вот мысль, что неплохо было бы этим членам исполнительного комитета не просто уйти. Они не имеют права баллотироваться больше на какие-то такие должности, потому что вы работали под чьим-то управлением. Вы защищали не интересы автономии, вы защищали не интересы нашей страны, вы защищали не интересы жителей этой автономии. Вы продвигали здесь, в нашем регионе, чужие взгляды. Вы просто не имеете права больше баллотироваться. Вам люди не должны доверять. Нет у вас на это права. Абсолютно верно. И я хочу сказать, что до заявления Илана Шора, вот когда прошли парламентские выборы, также делал публикацию, а как же дальше строить отношения Камрату с Кишиневым после того, как прошли парламентские выборы. И, в принципе, сломалась та идея Илана Шора по демонтажу официальной власти в Кишинево. И исполнительный комитет, и большинство Народного собрания, все были вовлечены в борьбу с официальным Кишиневым. Вот вы проиграли, выборы прошли. Еще тогда я в начале октября писал о том, что Народному собранию нужно назначить своевременно выборы, что исполнительному комитету надо было уходить в отставку. И тогда мы перед Кишиневым выглядели бы по-другому. Сейчас, после заявления Илана Шора, это уже немножко такое постфактум состояние. Но даже сейчас нету этих заявлений о том, что они уходят в отставку. И самое главное, я не вижу каких-то... Поэтому Шора не ушел. Да, не вижу морального разочарования, да, от того, что произошло, от того, что они тоже вовлеклись в эту политику с Иланом Шором. И эту оценку должны дать люди. Вот вы говорите, что они больше не должны номинироваться на эти должности. Но об этом говорят единицы. Об этом пока общественного мнения о том, что Илан Шор – это враг для Гагаузии, оно в автономии не сложилось. Александр Григорьевич, не потому что я верю, а потому что, да, эти процессы сложно пройдут в Гагаузии, но я почти уверена, что история всегда расставляет все на свои места. И эти имена тех, кто сделал такое с Гагаузией, что происходит с Гагаузией последние 2 года, этот позор, он обязательно будет отмечен на страницах истории Гагаузии. Другое дело, что когда мы говорим с вами сейчас очень конкретно об исполнительном комитете, где живые люди, которые все понимают, они понимают, что Гагаузия идет на спад изо дня на день. И никто из них ничего не делает, не уходит. И представляете, что бы было, если бы, даже не дожидаясь заявления Шора, если бы эти члены исполкома, которые где-то кулуарно там жалуются и говорят, что они все прекрасно понимают, они собрались бы и, думая о Гагаузии, а не думая о своих зарплатах, о своих должностях, о своих статусах, простите, да, а просто собрались и сказали, мы должны уйти, чтобы спасти Гагаузию. Вот это было бы правильно и хорошо. Потому что от них сегодня зависело очень многое. Еще раз повторю мою мысль, субъективное мнение. Если бы Шор не нашел бы здесь в Гагаузии людей, с кем реализовывать свои сценарии, у Шора ничего не получилось бы в гагаузской автономии. У него получилось только потому, что 3 ходока в Израиле сделали то, что сделали. Затем исполнительный комитет договорился по телефону, что я готова быть членом вашего исполкома, я готова быть членом вашего. И вот так получилось. То есть у нас кризис, я вижу, кризис личностей, кризис людей, которые хотели бы думать о Гагаузии. И только поэтому мы оказались в лапах у Шора. А люди, которые голосовали, это как раз, на мой взгляд, извините, самые последние виноватые в этой истории с Шором. Если бы не было лидеров, которые подали бы руку этому Шору, то у нас не было бы Шора в Гагаузии. Почему Шор не укоренился в Аргееве? Почему Шор не укоренился настолько в Тараклии, как это случилось в Гагаузии? Потому что у Гагаузии свой статус, да, есть. Чуть-чуть мы живем все-таки не как район, а мы автономия. И здесь больше органов власти, которым он навесил ярлык. Народное собрание мое, исполком тоже мой. И поэтому здесь Шоров было много.
Ну, проблема нравственного выбора, она всегда есть перед любым должностным лицом. Вот то, что мы Это у говорим, нас самое слабое то, что мы звено, говорим получается. противостоять Илану Шору, в Народном собрании это были единицы, которые высказались прямо, что это зло. В том же ГРТ были люди, которые тоже сказали, что это неправильно, и просто ушли оттуда с работы. В исполнительном комитете пока никто об этом не сказал публично. То есть самая или крепкая вслух. крепость – это исполнительный комитет у Шора. Что, в принципе, логично. Он же назначен, этот исполнительный комитет, самим Иланом Шором, разбавленным Дмитрием Константиновым. Поэтому проблема нравственного выбора, она всегда есть. Но есть примеры, когда люди не поступили своими внутренними убеждениями, ушли с работы и остались при своем мнении. Поэтому это нравственный выбор для каждого из нас. Мы должны в жизни иногда выбирать, в какую сторону мы должны повернуть. Александр Григорьевич, не кажется ли вам, что вот это заявление – это какая-то попытка усыпить бдительность правоохранительных органов? Ну вот в марте, будут выборы. Депутаты Народного собрания Гагаузии назначили выборы депутатов Народного собрания Гагаузии на 22 марта. Не кажется ли вам, что и на этих выборах все-таки Шор будет представлен? Просто на этот раз те силы или те лица, которые будут выдвигаться при его поддержке, будут замаскированы. Это заявление, если его расшифровать простыми словами, примерно выглядит следующим образом. Я 2 года пытался с помощью вас, Гагаузия, расшатать ситуацию и ее дестабилизировать в нашей стране. Я пытался с помощью вас, уважаемые гагаузы, прийти к власти. Я сеял вражду между гагаузским и молдавским народом. Я старался разрушить весь тот имидж положительный, который был у гагаузской автономии. Но мне это не удалось. Мне только удалось, чтобы ваш бюджет потерял значительные собственные доходы. Мне удалось, чтобы часть экономических агентов покинула юрисдикцию автономии. Мне удалось разрушить диалог между Камратом и Кишиневым. Мне удалось многих из вас впутать в незаконные действия. Посадить в тюрьму. Мне удалось посадить вашего Башкана в настоящую тюрьму. Мне удалось разрушить судьбы многих из вас, потому что у вас уголовные дела. И мне удалось даже то, что практически было невозможно. Вам, пожилые люди, впервые в вашей жизни, многим из вас пришли полицейские с штрафами. Вот это мне удалось. А сейчас я умываю руки, потому что, к сожалению, то плохое, что я хотел реализовать по всей стране, у меня не получилось. И я ухожу. А вы оставайтесь со своими проблемами, с штрафами, с разрушенным будущим. Вы с этим оставайтесь. Александр Григорьевич, со всем вашим перечисленным вот таким пониманием заявления Шора согласна, кроме последней фразы «я ухожу». Нет, я отхожу. Я бы сказала. Я приостанавливаю. Я думаю, что лично он действительно уходит, потому что как лицо вот этой дестабилизации очень он себя исчерпал. стал. Он действительно стал настолько отрицательным персонажем, что даже те хорошие вещи, хорошие в смысле я вам помогу, они уже настолько фальшиво звучат. Я еще раз повторяюсь, когда он переходит вот эту линию, что у вас президент без детей, этому человеку это просто деградация моральная. Я не знаю, как вообще люди, которые верили, шли за ним, в том числе с исполнительного комитета, многие из которых являются матерями и женщинами, как им после этого вообще реагировать на то, что они продвигали ему интересы? Слушайте, есть одно видео, мы его сейчас не подготовили, но оно есть, и многие люди его видели. Когда человек, Шор, говорит о том, что я вообще-то капиталист, я думаю о деньгах, я ни о чем другом не думаю. Вот что мы, гагаузы, хотим от человека, который это заявляет на высоком уровне на одном из там каких-то конференций в России. Сейчас он провалил, как вы говорите, я с вами согласна, он провалил свою работу в Молдове, в нем разочарованы в Кремле, потому что явно он был приближен и убедил всех, наверное, там, что я это сделаю, видите, я могу, у меня все получается. Но то, что это шулер, но это очевидно, потому что уже очень много экспертов, которые хорошо разбираются в политтехнологиях, которые хорошо разбираются в том, что такое вообще предвыборные технологии. Уже все сделали свои выводы, что то, что Шор сделал с Гагаузией, это нужно было Шору. Но от этого ничего не могла и не должна была даже по версии Шора выиграть Гагаузия. Поэтому у Гагаузии бюджет какой за эти годы, пока Шор у нас управлял вместе с его исполкомом и с его народным собранием? Давайте об этом поговорим. Стал больше бюджет? Вот одна ремарка цифровая.
Значит, госпожа, точнее, давайте будем говорить уже про исполнительный комитет, он был утвержден в сентябре 2023 года. Да. 9 месяцев исполнения бюджета, центрального бюджета за 9 месяцев 2023 года поступило 302 миллиона собственных доходов. Вот запомнили. Вот пришел ШОР сюда, вот тебе за 9 месяцев 302 миллиона леев. То есть, было. Да. 2 года прошло, за 9 месяцев 2025 года исполком отчитался, поступило 292 миллиона. То есть на 100, на да? 10 миллионов на 10, меньше, простите, на да. 10 миллионов меньше за 2 года. Если мы возьмем инфляцию за эти 2 года, она превышает 15%, то получилось, что собственные доходы центрального бюджета Гагаузии при управлении суперкоманды эффективных управленцев уменьшились более чем на 50 миллионов леев. Мне всегда говорят, что ты сравниваешь, комрад, мы же живем в единой стране, и везде проблемы. Действительно, наша и в мире, бюджетная в каждой система, стране проблемы. наша бюджетная система имплементирована в национальную публичную систему. То есть, конечно, если в стране не очень все хорошо, это проецируется на Гагаузию. Но государственный бюджет за эти же 2 года прибавил 18%. Тоже не выдающийся результат, но плюс 18%. У нас минус 50? У нас это в миллионах, а в процентах минус 3% за 2 года. То есть страна выросла, мы идем назад. И вот поэтому мне очень важно людям это проговаривать, показывать, что это не личная эмоция Александра Тарнавского по отношению к Илану Шору или его команде. Есть объективные вещи. А как эти 3% сказываются потом, недостаток этих 3% сказывается на жизни конкретного человека? Вот если вы это объясните, людям быстрее будет понятно. Давайте будем говорить о конкретном человеке. Да? Да. Что человек почувствовал? Если раньше в Гагаузию имплементировалось ежегодно 500 миллионов леев в среднем небюджетных средств, прежде всего Республика Турция, Европейский Союз, Япония, Соединенные Штаты и так далее. Это по было списку. сколько? 500 миллионов? 500 миллионов ежегодно. Это при не самом лучшем управлении Ирины Ва. 500. Это официальные данные. То сейчас эти инвестиции исчезли. Исчезли. Турция прекратила институциональные отношения, Европейский Союз тоже прекратил. Каждый человек видел в своем населенном пункте стройку. Да. Либо детский сад, либо школа, либо Турция строила новый объект. Это было на виду. Вы помните переполненными фотографии сайта исполнительного комитета? Там открыли, здесь начинают, здесь продолжают. Башкан не успевала переезжать Сейчас, из одного села в другое. Посмотрите на сайт исполнительного комитета. Нету информации о проектах. Застой. Нет. Вообще нет. Если вы зайдете в папочку «Международные договора», соглашения, пустая страничка. За 2 года не заключено ни одного соглашения о привлечении инвестиций. В бюджете 0 по графе гранты. Вот мы с вами говорили, что исполнительный комитет получает довольно солидную заработную плату. То есть руководители около Они 20 там ничего не тысяч сократили леев. себе. Общие расходы на содержание исполнительной власти и законодательный медуаппарат достигли 90 миллионов леев на будущий год, или 17% от всех этих 400, которые собираются были, здесь. простите, у вас есть это? Они ежегодно растут примерно на 2%. И сейчас вы спрашиваете, а что люди почувствовали? Люди почувствовали, что нет инвестиций. Примары говорят о том, что мы не получаем проекты из фонда капитальных вложений. Из бюджета Гагаузии они не получают. Были моменты, когда 50, 80, 100 миллионов леев только собственные доходы распределялись на капитальные вложения. На 2026 год эта сумма уменьшилась до 20 миллионов леев. 20? 20 миллионов леев на всю Гагаузию – это 1 миллион. То есть, когда евро. принимался закон о капитальных инвестициях, было тогда 100, да? Мы доходили до 100 миллионов леев. Да. Мы доходили до 5 миллионов евро ежегодно внутренние инвестиции за счет бюджета Гагаузии. Сейчас эта инвестиция упала до 1 миллиона леев. Александр Григорьевич, я знаете, чего боюсь? Что цифры, которые вы называете, безусловно, нет сомнений в том, что вы называете то, что вы проанализировали, изучили и сделали выводы, но люди же не то, что не верят этим цифрам, они не связывают эти цифры со своей жизнью и с улучшением своей жизни. Вот у людей сегодня, если вы прошлись бы по селам, а, наверное, вы тоже общаетесь с людьми и знаете, у нас плохо, потому что не так управляет Санду, не так голосовали на последних выборах, повышаются тарифы, очень плохая жизнь, нет рабочих мест, и никто не вспоминает, что эти 7 тысяч рабочих мест один раз обещала Ирина Влах и не открыла, сколько, 2000 рабочих мест, по-моему, да, или сколько обещал ШОР и 500 миллионов евро. То есть вы избрали тех, кто вам дал такие обещания, что здесь должен был быть рай на земле. Но здесь один момент, почему люди не понимают, люди на не мой по- взгляд, да. Оксана Федоровна. Мне кажется, простите, люди не понимают,
потому что эти деньги поступали в примарии и делались какие-то объекты в целом для села. Но человек почувствовал, когда стали поступать выплаты в карман. от Шора, лично каждому в карман. Вот это каждый из тех, кто получал эти выплаты, почувствовал. Вот в этом-то и разница, почему люди не считают, что Гагаузия что-то потеряла. Это примары говорят, что Гагаузия потеряла. Это мы можем говорить, что Гагаузия потеряла. Но если вы пройдете и спросите у рядового жителя любого населенного пункта, они будут говорить не про эти вещи. Они не будут говорить о том, что нет договоров международных. Они вам скажут, что жаль, что нет и не продолжаются те выплаты, которые поступали ежемесячно в их личные карманы. Отсылка в сторону Кишинева, что в том, что происходит в Гагаузии, виноват Кишинев, она отчасти имеет право на жизнь, потому что действующая партия, она 4 года у власти, выиграла сейчас мандат, и, в принципе, это будет 8-летний период полновесного правления. И поэтому состояние экономики страны, безусловно, спроецировано, как дела идут в Кишиневе. Поэтому отчасти то, что происходит в Гагаузии, безусловно, это ответственность страны. И об этом даже не надо спорить, потому что в том числе и Кишинев принял то решение, когда по НДСу и часть экономических агентов ушло, и бюджет потерял, в том числе вот эти доходы, о которых я сейчас говорил. Но мошенничество Илана Шора заключается в следующем, что я вам обещал 500 миллионов евро инвестиций, 7 тысяч рабочих мест, аэропорт и еще 20 пунктов по строительству объектов. Но я этого не сделал, потому что в этом виноват Кишинев. Именно вот в этом мошенничество, что вы прикрываетесь кем-то в том, что вы не сделали то, что вы обещали. Но он и не намеревался. А вы, когда пришли к власти, вы же не говорили в скобочках, когда утверждали программу «Край мечты», что мы это сделаем, если ПАС не будет мешать. Вы обещали людям, вы давали эти обещания, поэтому не надо говорить сейчас, что кто-то в этом виноват. Вы изначально знали, что вы обещаете нереализуемое, и просто потом искали человека или орган, или на кого это свалить. Такой же пример по мне и по тем людям, которые говорят правду и показывают цифры. Они уходят от дискуссии, то есть вот я назвал цифры, я их опубликовал, придите члены исполкома, скажите, нет, Тарнавский лжет, вот по-настоящему доходы такие, мы живем отлично. Этого нет. Александр Григорьевич, зачем это людям делать? Зачем члену исполкома какому-то спорить с вами, который говорит, что исполком плохо работает, доходы падают? Он просто получает свою зарплату, он просто пользуется всеми благами, предоставленными согласно бюджету и согласно назначенной должности. И ему хорошо, зачем ему надо вам доказывать, что они работают хорошо или плохо? Екатерина, они вот один фокус на глобальном уровне, это свои проблемы переносят на Кишинев, а уже на таком на местном уровне все, кто их критикует, они пытаются очернить тех, кто их критикует. Не дискутировать по цифрам, не аргументировать, что ты не прав, а просто у него дом, или он гранты ворует, или, короче, очернить человека, чтобы уйти от критики. Но люди, один мой хороший друг сказал, что мы недооцениваем мудрость народа. И мудрость народа, когда они коммунистов выбрали, если помните, вот, когда вернулись к власти, и мудрость, когда выбирали Филата, и мудрость, когда выбирали Плохотнюка, и мудрость, и вот сейчас, когда прошли парламентские выборы, все-таки есть интуитивные вещи, когда народ чувствует, где обман, где правда. И люди, вот Шор вот этим своим негативом, разрушением, он, с одной стороны, консолидировал молдавское общество, которое выбрало другой путь. Но не гагаузское. С Гагаузией пока сложнее, но тем не менее, я считаю, что у нас тоже есть возможность переродиться, если будут вот те шаги, в том числе мы говорили про исполнительный комитет. И хочу сказать, что в Гагаузии уже формируется общественное мнение, что все, что было связано с Иланом Шором, это трагедия. И вы, наверное, заметили, что уже чуть смелее голоса, да, чуть больше информации в этом плане. Люди становятся смелее. Я видел у вас в передаче, даже руководитель образовательного учреждения пришел. Такого же невозможно было представить себе год назад, чтобы кто-то говорил о том, ну, за исключением нескольких людей, что Шор – это зло, что это обманывает, что это сыр в мышеловке. То есть общество потихонечку меняется. И народ наш намного мудрее. И я верю, что выборы, предстоящее народное собрание, они будут другими. Я не знаю, на чем базируется ваша вера о том, что выборы будут другими, потому что... А вы не почувствовали... Люди будут голосовать все так же. Это даже где-то интуитивно в воздухе. Вы не почувствовали, что Шор начал сдуваться? Еще не до этих заявлений, до результатов голосования. Оно чувствовалось вот в воздухе, что он начинает ломаться, вот эта пирамида. Слушайте, Шор сдувается, это чувствуется давно для тех, кто прекрасно понимал, что он пришел
И этот пузырь, как только он заявился, он уже начал потихоньку, потому что не может ложное жить долго, оно не может. А это все были ложные обещания, ложные какие-то стратегии. И, собственно говоря, смотрите, сколько людей пострадало. Вы вот вначале сказали, что сколько людей, судьба людей задета вот таким именем Шор. Все-таки никогда не было вот таких вещей в жизни Гагузской автономии. Башкан в тюрьме сидит. Член исполкома, она не член исполкома, по-моему, да, научный центр была выведена. Да, их вывели, да, из члена исполкома. То есть это то, что случилось в Гагузии впервые, и все равно жители Гагузской автономии это прощают Шору, невзирая на то, что люди сидят с этими уголовными делами. У гагузов есть очень глубокое чувство благодарности. Когда тебе кто-то помог, особенно финансово, у человека это очень отзывается в душе, что он благодарный. И многие восприняли эту помощь от Илана Шора, которые вот заменили инвестиции в будущее инвестициями в карман, они восприняли это как чувство благодарности. Поэтому это сложная такая материя, поэтому он и играл, я имею в виду, Илан Шор, на этих тонкостях гагузской души. И это произошло. И я почему говорю, что я чувствую в воздухе изменения. Самая лучшая демократия. Главное себя не обмануть. Самая лучшая демократия — это уличная, когда ты общаешься с людьми. Да. И вот люди подходят и говорят: мы очень были разочарованы тем, что вы вот критиковали нашего Башкана, нашего Илана Шора. Но вот по прошествии времени мы начинаем понимать, что вы были правы, что нас обманули. Мы очень гордимся тем, что наши дети получают питание в школах. Мы очень гордимся тем, что наши молодые дети могут получить программу по приобретению первого жилья. Классные программы, но нам не повезло с властью. Вот я это впервые начинаю слушать от людей, что они разочарованы гагаузской властью в том контексте, в котором сейчас происходит. Александр Григорьевич, есть и вторая половина, другие мнения людей, которые говорят, на кого он нас оставил. Вот блицы журналиста, вот теперь Шор ушел, и на кого он нас оставил. Мы осиротели, да, такие вот блицы в основном. И не только в Аргиеве, такие же мнения были и из Гагаузии. Опять же, мудрость и глубина народных мыслей и вопросов. Ведь вовлечение в выплаты начались не с людей, начались с власти. Когда люди доверили свой голос Башкану Гагаузии, доверили депутатам, председателю Народного собрания. И когда они со всех экранов вещают со столицы православного мира, что мы вам везем помощь для того, чтобы вы перезимовали, пишите заявление, получайте, пожалуйста, это для вас. Конечно, люди поверили. А почему они не должны поверить? Ну и по сегодняшний день многие не понимают, почему же считают эти выплаты незаконными. Вот в 2-3 словах еще раз, пожалуйста. Мы очень много говорим о том, что есть Шор, но смотрите, да, Александр Григорьевич, ответьте на этот вопрос, да. И я потом одну мысль по Шору. Потому что вот вы, Екатерина Федоровна, говорили, что когда-то история расставит все по местам, и, наверное, так вот эта история с этими выплатами, как одна из величайших манипуляций с массовой, она тоже войдет в историю. Потому что я посвятил специально этому один свой выпуск в Ютубе с документами, с видеоархивами, что председатель Народного собрания и глава Гагаузии заключали это соглашение с российским банком, изначально зная, что оно нарушает действующее законодательство. Не только национальное, но и гагаузское. Но зачем заключать, если ты знаешь, что это незаконно? Елена Федоровна, они же заключили соглашение. Быть с народом, понимаете? И вот это кавычки, когда быть с народом не равно же подставить под штрафы. И... Они же планировали, что совсем другой сценарий будет на парламентских выборах, что это все будет беззаконие продолжаться. И людей просто подставили под то, что сказали, это помощь законная, это помощь для вас, для того, чтобы вы выжили, пишите заявление. Но в соответствии с законодательством, и об этом публично я сказал на сессии, не промолчал, не ушел с сессии, чтобы как-то остаться с народом, да, вот в кавычках, а сказал и показал, что нельзя заключать международное соглашение, если нету согласования с Министерством иностранных дел Республики Молдова и не принят специальный местный закон. Только после этого вы можете заключать соглашение. И эту мысль поддержали мои несколько коллег. Но некоторые и не поддержали, сказали, что нет, это все-таки закон, у нас и видео большинство есть. проголосовало. Я говорю, всего лишь несколько человек, которые
На тот момент нас сделали врагами народа. Через несколько дней меня сняли с должности после этого Но голосования. вы враг народа не только на тот момент. Ну, Это я тоже говорю, должно это, быть наверное, была известно. последняя капля. А давайте мы посмотрим фрагмент этого заседания Народного собрания. Коллеги, вы уже все в курсе дела, я доведу до вас, что подписано соглашение между банком и Народным собранием с Молдовой. Нам необходимо, наверное, утвердить Gördün mü? соглашение. Alsan, Получается, все в курсе дела. Alsan, Вопрос ставить на голосование. Есть вопрос, Майкл? Владимир Михайлович, у меня вопрос. Уважаемые коллеги, вопрос, который мы сейчас будем рассматривать, он имеет два изъяна. Он не соответствует нашему местному закону о порядке международных соглашений, а именно, он должен быть оформлен в форме местного закона, это первое. И второе, проект соглашения должен быть согласован с Министерством иностранных дел. Этих два раздела здесь отсутствуют. Коллеги, буквально 30 секунд сейчас разъясню, в чем не согласен с Александром Григорьевичем. Абсолютно верно, когда речь идет о заключении соглашения между соответственными публичными учреждениями. Здесь соглашение заключено между акционерным обществом банком, не более того. В этой связи положение той нормы закона, которая регулирует эти вопросы подобным образом, необходимости принятия закона и так далее, не действует. Ставим на голосование. Кто за то, чтобы утвердить данное соглашение, прошу проголосовать. Кто за? Кто против? Воздержался? Двое, да. Но, Александр Григорьевич, вы говорите о том, что соглашение было подписано незаконно. Генерал юстиции говорит о том, что все правильно. Во-первых, скажем о том, как этот вопрос готовился. Оставим мнение Тарнавского или господина Лейчо. Перед тем, как вопрос хотели вынести на заседание Народного собрания, он в соответствии с процедурой, вы это прекрасно знаете, идет по комиссиям, юридическое управление Народного собрания высказывается, управление юстиции. На любой законопроект такая процедура. Так вот, юридическое управление Народного собрания, где сидят не политики, а сидят профессиональные юристы, дало заключение, которое я сейчас вам озвучил, что надо отдать назад исполнительному комитету этот документ для доработки, чтобы вот выполнить те условия, о которых мы говорили. В такой же форме и было решение бюджетной комиссии, которая должна готовить этот вопрос на Народное собрание. Она попросила президиум не включать этот вопрос в повестку дня, потому что его нужно доделать. Эти документы все есть. А управление юстиции? Управление юстиции то же самое. Я опубликовал это все. Так вот. То есть мы приходим на президиум Народного собрания в повестке этого дня. В повестке дня этого вопроса нет, потому что бюджетная комиссия попросила он не подготовленный, он не соответствует закону. Нет, на президиуме Народного собрания протолкнули этот вопрос, чтобы он вошел в повестку. Также убедили депутатов Народного собрания, что все законно, за него нужно голосовать. А как не голосовать, если тебя люди завтра встретят на улице и спросят, а почему ты против нашей помощи, оказанной нам для того, чтобы мы выжили? Вот так это все происходило. Теперь по ремарке, это не подходит к соглашению. Во-первых, об этом же писали юридические эксперты, как в том мнении, которое я озвучил. Во-вторых, в том договоре, соглашении, которое вы заключили с российским банком, там написано «публичный банк». Он говорит, что это не публичное учреждение, это публичное акционерное общество, и так это и звучит в документах. То есть как должно было быть? Должны были вначале согласовать с Министерством иностранных дел Республики Молдова текст. Мы часть одной страны. Это международное соглашение. А что, Георгий Георгиевич Лейчо это не знает? Это первое. Второе. Должны были принять местный закон о том, что Гагаузия дает право главе автономии, председателю Народного собрания действовать от имени Гагаузии, не от имени Башкана, не от имени председателя Народного собрания. Такая процедура. И идите, пожалуйста, заключайте это соглашение. Публикуйте, подписывайте. И тогда у людей скажите не было людям, бы этих уважаемые проблем. наши жители Гагаузии, мы принесли вам помощь, благодарим тех, кто это оказал. Государство это согласовало, все проволочки юридические исполнены, пожалуйста, идите получайте. Сделали все наоборот. Соглашение заключили, а вот все эти документы, что сейчас, это уже постфактум было. То есть соглашение уже было подписано еще в апреле, а это проходило в мае. Понимаете? Вот. Даже с этим соглашаюсь. Вы же хотите быть с народом, в кавычках. Выйдите к людям, скажите,
Мы проголосовали за это соглашение. Оно противоречит нашему законодательству. Но вы принимаете сами решение, получать эту помощь или нет, но вы можете нести юридическую но ответственность. риски надо было людям сказать. Это да. было бы честно, открыто, отношение власти к Александр Григорьевич, людям. ну глядя на это видео, вот сейчас прям, вот мы с вами в студии втроем смотрели это видео, но лица, которые заинтересованы в принятии такого решения, они очевидны. Среди них вот генерал юстиции, как Кэтлин Федн. Ну, видно всегда, когда вопрос... И вы еще рассказываете предысторию этого, да, что заключение одно было негативное, второе негативное, управление юстиции негативное заключение, президиум не давал возможности разрешения, вернее, включать этот вопрос, и все-таки обсуждают и принимают решение, и убеждает Георгий Георгиевич Лич. Вот как, наверное, работает то, что надо было Шору. Значит, это люди, которые продвигали идею Шора. Это нужно было Шору. Я сейчас не хочу, больше, чем людям. Не хочу персонализировать, потому что самую главную ответственность в этом вопросе нес Президиум Народного собрания, который готовит повестку дня. Потому что простой депутат, который не находится на рабочем месте, не получает заработную плату, он может и не знает всех этих нюансов. Вот я сейчас, когда не работаю, нет той возможности, чтобы внутри видеть документацию, весь этот процесс. Это естественно. Поэтому из 33 депутатов 20, которые там не работают, конечно, когда им готовят вопросы, в том числе это говорит о миллионах евро в месяц для наших людей, конечно, человек поднимает руку, потому что его выбрали его же жители. Но президиум, который знал об этих вещах, о том, что есть заключение отрицательное, юридическое. Вашего же управления, не Тарнавского, не Михаила. А как можно наказать депутатов за то, что они делают вот такие нарушения, какие они сделали? А наказаны люди. Нарушения... А я вас спрашиваю сейчас, законодательно. Сейчас вот система штрафов, система подавления неправильных выплат, оно сфокусировано на людях. Людей штрафуют. Александр Григорьевич, смотрите, суть-то в том, что человек несет ответственность, а депутаты, которые приняли это решение, которых кто-то убедил за это проголосовать, которых кто-то убедил лоббировать чьи-то интересы, они в конечном счете перед законом не отвечают. Перед законом отвечает конкретный человек. Екатерина, гражданин. Я публичное лицо, я политик, я не работник органов правопорядка, чтобы знать, какую ответственность. Я говорю про политическую ответственность людей, которых выбрали жители. Так это если вы подводите своих людей, то вы должны нести политическую ответственность. Либо уходите, что значит нести? Как это? Где не это расчерчено? Уходите в отставку, но это же делать не извинитесь. будут. Никто не будет ни извиняться, ни просить. И люди выберут их еще раз. Вот в этом и проблема морального выбора, о котором мы с вами говорили. Александр Григорьевич, на последнем заседании я заметила, другие законы что... нужны в нашей автономии, потому что иначе, понимаете, безнаказанными остаются люди, которые трижды нарушили закон, чтобы принять одно решение и подвести людей к тому, что люди незаконные средства мы же людям получают. это стараемся транслировать, объяснять, приводить объективные факты, что это было незаконно и это сделано было преднамеренно. Ну, вы не можете выбирать больше таких людей, это же естественно. Это человек уже должен делать свой выбор, когда получил это неестественно, знаете почему? Информацию. Смотрите. Тот человек, который за это голосовал и трижды нарушил закон, трижды нарушали закон, вот эти люди, которые, без решения комиссии, без решения президиума, без положительного, повторяю, заключения тех органов, которые должны были дать это заключение, вынесли и проголосовали за это, эти люди ответственность не несут. Пока эти люди не несут ответственность перед законом, человек не видит, что они виноваты. Вы понимаете? И сами они себя виноватыми не считают, потому что на последнем заседании Народного собрания Гагаузии пытались скинуть ответственность на кого угодно, но никто не принимал и не говорил о том, что и мы виноваты в том, что люди в нашей Гагаузии оказались в этой ситуации. Например, депутат из Бешалмы говорил о том, что, допустим, Молдова получает помощь от Европейского Союза, почему она не может получать помощь из России? В чем разница? Это было первое. Александр Георгиевич сказал, что давайте мы будем выдавать людям справки, что из Народного собрания, что эти выплаты, это была помощь, это была поддержка, это гуманитарная такая вот акция. Давайте будем выдавать людям справки. Если мы говорим о помощи, тем более для Гагаузии, которая находится в сложном состоянии, мы не должны дифференцировать помощь. И вот мы, когда с моими друзьями пишем проекты для того, чтобы улучшить жизнь наших людей, мы не смотрим источник финансирования, мы не смотрим страну происхождения, мы просто стараемся решить проблему. Поэтому даже в данном случае от Российской Федерации было много помощи гуманитарной в адрес Гагаузии. Вы помните, что приходило дизельное топливо, приходила пшеница, приходили различные вещи, но они приходили законно, заключались
в соответствии с процедурами документы, поэтому никто не против помощи. Она должна быть просто законно оформлена. Не как, вот какая миссия Ланшора? Я же вам помогаю. Это не помощь, когда баулами деньги перевозят из одной страны в другую для того, чтобы здесь манипулировать электоратом. Это не помощь. Это тоже деньги, но это не помощь, это не инвестиции. Поэтому, если вы сделали бы эту помощь законную, пусть люди получают. И Чехия 1 год тоже платила малоимущим людям зимой, чтобы могли платить за электроэнергию. Это было легально, заключено, везде зарегистрировано. Никто не против такой помощи. То же самое, как сейчас с этим соглашением. Но сделайте его все по закону. Вы даже не обратились в Министерство иностранных дел. Они вам не отказали, вы просто не обратились. Тогда включайте политическую оценку, да, что правительство против этой помощи. Но вы не отправили. Почему? Потому что вам нужно было подразнить людей. Вы знали, что эта помощь закончится, вот как сейчас выступила уже, когда-то она закончится. А если бы Министерство иностранных дел согласовало эту помощь, вы же должны были оказывать на постоянной основе, системно. Но вы же этого не хотели. Вам эта помощь нужна была только, когда вам выгодно. Понимаете? То есть это было бы сделано специально, чтобы людей подразнить, обмануть и оставить с проблемами. Вот так Илон Шор действует. Действовал, надеюсь. Но мы с вами говорим Вы о том, оптимистичны. что да, вы очень Как с вами не быть оптимистичны. оптимистичны, да? Вы оптимистичны. Но президент страны после заседания Национального совета по безопасности сказал о том, что мы понимаем, что риски не исчезают. Эти риски будут расти, потому что методы и инструменты вмешательства становятся сложнее. Мы не должны расслабляться. Наоборот, нам нужно быть более внимательными и системно подготовленными. Можно маленькую ремарку? Да, конечно. Вот про мудрость того вопроса, о чем мы говорили, Екатерина, что он нас покинул, благодетель, и кто сейчас нам будет помогать? Ну, люди так думают. Да, вот в чем мудрость вопроса на самом деле. А кто о нас будет заботиться? Это миссия государства. И как раз сейчас очень важно государству показать другое, как правильно помогать людям. Когда приходят эти многотысячные счета за энергоресурсы, дать людям возможность достойную пенсию получать, достойную зарплату для того, чтобы оплачивать. Не нужен газ, который покупается с потерей достоинства, но нужно дать людям возможность его оплачивать. Нужно создавать рабочие места. Нужно не говорить не только о войне в Украине или о ковид-последствиях. Нужно развивать экономику для того, чтобы люди не искали шора. Шор – это же феномен. Оставили его, это просто нашли такого представителя, которого нету внутренних каких-то границ для того, чтобы это все реализовать. Но феномен-то намного глубже. Сделайте так, чтобы люди жили немножко лучше. Прекратите политизацию, прекратите делить людей на румыноговорящих, не румыноговорящих, и проевропейцев, не проевропейцев. Займитесь проблемами, чтобы шор не заменял государство для людей. А вы считаете, что Молдова и власть Молдовы последние годы действительно не занимаются проблемами страны? Я считаю, что особенно экономический блок очень страдает. И поэтому вот эти перемены, которые постоянно с Министерством экономики, новые министры, об этом свидетельствуют, что наша страна стагнирует, экономика стагнирует. Есть объективные причины, связанные с ковид-последствиями, с войной в Украине, но нельзя просто закрываться этими причинами, нужно развивать и создавать рабочие места, и делать другой инвестиционный климат. Это задача государства, чтобы пенсии росли, чтобы зарплата росла. Сейчас индексируют пенсии на 6%, планируют. Но это же не покрывает даже инфляционные ожидания. Поэтому шоры и рождаются, что государство не выполняет в полной мере своей функции по его развитию. Люди говорят, что сейчас будем отвечать на наши короткие вопросы. Пожалуйста. Подготовьтесь. И нашим зрителям говорим, единомышленники на Гагауз Медиа, Александр Тарновский в нашей студии. Друзья, и вы подписывайтесь, ставьте лайки, помогайте нам развивать наш проект и оставайтесь с нами. Люди говорят, что... Люди говорят, что в автономии политики ничего не делают для развития больниц. Хороший вопрос. Ситуация в здравоохранении сложная, действительно. Я часто слышу от людей, но не в отношении больниц, больше в отношении центра здоровья, поликлиника, как раньше называлось, что очень трудно попасть на прием. Ну, я по Народному собранию скажу, вот за 4 года я ни разу не слышал отчета о состоянии дел в системе здравоохранения, хотя ситуация очень сложная. Это говорит о том, что исполнительная власть
к сожалению, не дорабатывает, и действительно этой информации нет, что происходит в наших лечебных учреждениях. Но по личному опыту, когда с родными сталкиваюсь в больнице, я вижу, что особенно то, что сделала Турецкая Республика в части приемного покоя, реанимационного Условия отделения и так далее, выдающиеся. Есть и хорошие вещи, но есть и вещи, связанные с тем, что к людям относятся с недостаточным вниманием. Здесь власть не дорабатывает, безусловно. Люди говорят, что, избирая власть, они не давали им права позорить Гагаузию. По моему глубокому убеждению, депутаты Народного собрания, которые избираются от людей, должны быть эталоном и нравственного воспитания, и политического поведения, и риторики, и всего-всего остального. Поэтому, безусловно, когда мы подчинились внешнему управлению, мы тем самым показали всей Гагаузии, что это нормально, что так может быть. И когда мы главные активы Гагаузии, в том числе в лице общественного телевидения и радио, преподносим кому-то для пропаганды и для того, чтобы восхваляли власть, конечно, мы не являемся в данном случае примерами для подражания. Люди говорят, что нужен референдум по сокращению числа депутатов Народного собрания Гагаузии и членов исполкома. Сами они этого не сделают. Я говорил о том, что это Народное собрание начинало как реформаторское, и у нас была идея с моим коллегой Михаилом Николаевичем, что система избрания депутатов Народного собрания давно себя изжила. 35 депутатов для Гагаузии, которая потеряла половину населения, 50% населения с момента своего создания, она не соответствует действительности, потеряла актуальность и представительство человека от каждого населенного пункта, потому что мы видим, что значительная часть депутатов проживает в Камрате, но представляет населенные пункты. То есть это изжило себя. И, безусловно, нужно уже делать единый округ по Гагаузии в выборах депутатов Народного собрания, что первые, по моему мнению, 21, потому что по закону 5 тысяч должно представлять. У нас 105 тысяч осталось в Гагаузии, даже 103. 21 депутат, избираешься от всей Гагаузии, совсем другой был бы тонус представительства, совсем было бы другая риторика, другие проблемы бы поднимались. Но, к сожалению, Народное собрание говорило, что перестало работать последние 2 года, и эта идея, надеюсь, останется тем коллегам, которые придут после нас. Но реформа очень нужна. Народное собрание, вы говорите, перестало работать последние 2 года, но не перестало получать заработную плату за то, что работают. А вот следующий вопрос. Люди говорят, что депутаты не должны получать выходное пособие 1,8 миллиона леев на 14 человек. Когда-то в законодательстве, в том числе национальном, была норма, чтобы ответственные государственные должности, к которым относятся депутаты Народного собрания, работающие в Народном собрании, когда заканчивается их мандат, получали 6-месячное пособие. Это относилось и к депутатам парламента, и ответственным лицам, занимающимся посты в правительстве, потому что тогда действительно заработная плата этих людей, которые решают судьбу страны или Гагаузии, была очень низкой, даже по отношению к тому, что получали педагоги или работники здравоохранения. Было и такое. Было и такое. Но была проведена реформа, и заработные платы государственных служащих выросли. Я говорил о том, что члены исполнительного комитета, депутаты Народного собрания, работающие на постоянной основе, получают около 20 тысяч леев в месяц. Это выше средней заработной платы по национальной экономике и довольно хороший уровень зарплаты для нашей страны. И поэтому государство пошло на другую меру, уменьшило это пособие с 6 до 2 заработных плат. У нас в Гагаузии эта норма осталась, что депутаты при завершении своих полномочий получают 6 заработных плат. Но здесь опять же нравственный выбор. То есть тут не надо жонглировать в кишиневском законодательстве так, в гагаузском так. Каждый депутат, который лишается своей должности по истечению мандата, никто ему не мешает написать заявление и получить 2 заработные платы, а не 6, и не разводить здесь какие-то споры. Это уже вопрос морального выбора на том фоне, что происходит в Гагаузии, какие проблемы в бюджете. И еще одно, члены исполнительного комитета, они получают только 2. И данный исполнительный комитет не берем, к примеру, но по сути члены исполнительного комитета намного больше работают, чем депутаты. И те получат 2, а депутаты получат 6. Это не должно быть так. Люди говорят, что компенсации за зимний период власти автономии выплачивали по 700 леев, потом по 300, а сейчас и вовсе молчат. Нет, не совсем так. Значит, Гагаузия выплачивала 2 вида помощи. 700 лей для тех людей, которые не получали соответствующую помощь с Кишинева, и 200 лей тем, которые получали с Кишинева, чтобы не было 2 выплат. То есть в среднем получали 450 лей в месяц, в среднем, жители Гагаузии. Когда пришла нынешняя власть, она уменьшила эту выплату до 400 леев в месяц для всех.
И эта выплата заложена в бюджете на 2025 год и на 2026 год. То есть она будет выплачиваться, но в меньшем размере, чем выплачивалась раньше. Это опять же к нашему с вами дискуссии, что за 2 года изменилось. Собственные доходы уменьшаются, поэтому уменьшаются в том числе вот такие социальные выплаты, потому что нет источников дополнительного финансирования. Бремя содержания чиновников растет, доходы не растут. Людям это не интересно. Люди хотят получать, как они получали 700 леев, хотят получать хотя бы 700, как они раньше получали. И людям не интересно. И люди не понимают, кто это не выплачивает. Из-за чего они не могут получить? Из-за того, что в Гагаузии уменьшили собственные доходы, из-за того, что в Гагаузии все время растут расходы на содержание чиновников, нет возможности бюджетной для выплаты людям. Но здесь есть один очень важный момент. В прошлом году люди не задавались этими вопросами, потому что они получали те выплаты, которые шли от Шора. В этом году этих выплат нет, и люди задаются этим вопросом, что происходит, почему. Вот здесь, наверное, и должно возникнуть то понимание, что если что-то делается неправильно, оно отражается все-таки на каждом жителе и на каждом человеке. Это прямое доказательство. Во-первых, эта власть, когда пришла в Гагаузию 2 года назад, в их обещаниях и в нормативном документе, который утвердило Народное собрание, написано, что они должны выплачивать 1000 лей в месяц. Я сейчас не буду точно цифру, но не менее 1000 лей. Да. То есть это нормативное обязательство, что вы должны выплачивать в месяц не менее 1000 лей. Вы выплачиваете только 400. Сноска на то, что Иван Шор добавлял, она вообще она корректна для журналистов, но абсолютно некорректна для власти, потому что наша власть Гагаузии спутала, что такое государство, что такое автономия с помощью Илана Шора. Понимаете? Вас выбрали люди, вас назначили во власть не для того, чтобы вы манипулировали деньгами Шора. У него есть политическая партия, его команда, которые молодые ребята, эти люди людям разносят или зачисляют. Не путайте власть. Вы обещали людям дать 1000 лей. Вы это не сделали. Это как раз в контексте того, насколько выполняются предвыборные обещания. Легко сказать, не путайте. Там все перепуталось, запуталось, из этого надо как-то выбираться. Люди говорят, что власти ничего не сделали для продвижения сельхозпродукции аграриев. Вообще такая закрытая тема в Гагаузии, ни о чем не говорим. Вообще давайте скажем про исполнительный комитет в глобальном смысле. У исполнительного комитета нет программы развития Гагаузии на среднесрочный период. Нет такого документа. А это важно? В этом документе расписывается сельское хозяйство, экономика, финансы, все аспекты, которые имеют важное значение для жителей Гагаузии. Нету программы развития Гагаузии, в том числе сельского хозяйства. Мы в Гагаузии добились еще предыдущий созыв, что приняли закон о сохранении водных и лесных ресурсов. Мы все говорим о том, что Гагаузия самая бедная в стране по посадке лесов, что у нас меньше всего площади занято зелеными насаждениями. У нас по 2 миллиона леев в год в бюджете заложены на эти цели. Ни копейки за эти 2 года не реализован, ни один проект. Не реализовано, в смысле денег нет, поэтому деньги заложены в бюджете управления сельского хозяйства, исполнительный комитет. Не реализовали ни одного проекта в области поддержки сельхозпроизводителей, не сохранили водоемы, не построили искусственные водоемы, не посадили лесонасаждения. Деньги просто заложены в бюджете и не направляются на эти цели. Куда они ушли или куда они уходят? Видимо, у исполнительного комитета другие приоритеты, не развитие сельского хозяйства. Народное собрание не знает, где То есть деньги прикрывает, если даже депутаты не знают, куда уходят эти деньги? Нет, они перераспределяются на другие цели, в том числе для того, чтобы закрыть дыры в бюджете, связанные с выплатой заработной платы, с оплатой коммунальных услуг. Но приоритетная сфера сельского хозяйства, сохранение водных и лесных ресурсов при наличии нормативного документа, при наличии источника финансирования не финансируется. Конечно, правильно люди задают вопрос. Ничего не делается. Люди говорят, что власти ничего не предлагают молодежи автономии. Она им не нужна. Опять же, контекст предыдущего вопроса. А у нас что, есть программа развития для молодежи? У нас что, есть молодежный парламент или молодежный исполнительный комитет? Или как вообще молодежь вовлечена? С какого периода у нас нет этого документа? У нас последний документ, который был датирован «Стратегия развития», заканчивался в 2023 году. Тогда в 2023 пришла новая власть. Вы говорите, стратегии нет, программ нет, а автономия есть? Автономия есть. Ну, смотрите, если сейчас вычленить Президиум Народного собрания, членов исполнительного комитета, то в Гагаузии ничего не изменится. То есть все в ручном режиме.
Нету стратегии, кто управляет вот этим организмом для того, прописано, чтобы он куда развивался. идем, что То есть, делаем. да, идет политическая борьба, идет взаимоотношения второго и третьего этажа, идут отношения, связанные с наследием Милана Шора, сохранить его или развить, или что сделать. С тем, что вообще не прописано в законе об особом правовом статусе Абсолютно Гагаузии. верно. Но чтобы А то, что-то что программно, прописано? системно делалось на уровне власти, люди это не чувствуют. Вот Более того, это я самая не большая чувствую. проблема, наверное, автономии. Безусловно. Куда мы идем? Мы не знаем, мы не куда знаем. мы идем. Вот страна определила, что она идет... А Шор знает. Идет общая европейская мы идем интеграция. туда, куда нас ведут. Есть стратегии развития всех отраслей. Другой вопрос, насколько они реализуемы, насколько они Качественно подготовленные. Да. Есть, но у нас нету ни одного программного документа. Мы все говорим, что исполнительный комитет перегружен, нет реформы Александр Григорьевич, мне публичного управления. так и Ничего хочется нет. сказать сейчас, когда у нас ничего нет, называется «Мы приехали». Но Да. у нас есть последний вопрос в Да. этой рубрике, я его задам. Люди говорят, что принесут квитанции со штрафами в исполком и Народное собрание Гагаузии. Пусть платят те, кто говорил, что эта помощь законна. Те, кто призывал людей, чтобы они получали эту помощь, даже после того, как соглашение незаконно было проголосовано и вступило в силу, и после этого они еще призывали людей, пишите заявления. Вот именно тем людям, которые ввели вас в это заблуждение, обманули вас, действительно приносите эти штрафные санкции. Более того, они еще и говорили, что все законно. В апреле 2024 года апелляционная палата приняла решение, что выплата незаконна, соглашение незаконно. Нет, и после этого никто никаких... Судебная инстанция сразу после того, как было сразу. соглашение, там, я не знаю, Немного в времени календарном прошло. плане, но это оперативно было сделано, что соглашение незаконно. Так вот, приносите эти штрафы тем, благодаря которым, в кавычках, вы их получаете. А самое лучшее, конечно, вот тот, который сказал «я ухожу», все переправьте эти штрафные санкции ему, чтобы он закрыл эти долги людей, куда он их первично вел. Вы говорите о Константинове? Да. Нет, я сейчас говорю о Илане Шоры, которые... Где люди его найдут? Которые... Подождите. Ну, вы его здесь конституировали, вы его здесь утвердили, а сейчас про власти Гагаузии. Вы формально узаконили эти выплаты, зная, что они незаконны. Потому Пожалуйста, я и спрашиваю, вы также Константинова слетайте предлагаете в Тель-Авив принести? или в Москву, или где он находится, этот Илан Шор, и пусть закрывает долги людей. Поняла. Вы предлагаете такую модель. Жители приносят свои квитанции Константинову. Да. Константинов собирает все Да. в один большой кулек. Да. И относит это все... К Илану Кулек, Шору. кстати, да. К Илану Кулек Шору. черный, желательно. И летит уже относит туда, к Илану Шору. Шору, не без Да. разрешения Народного собрания, как он сделал, а с разрешения Народного собрания. Мы ему дадим мандат и лети, встреться, чтобы закрыл он все долги, искусственно созданные вами всеми для людей. Ну так что, призовем людей, собирайте квитанции и в Народное Да. собрание Гагаузии, Пусть которое... летит и закрывает долги Здание людей. Народного собрания Гагаузии находится в Камрате. Всем селом можно собрать в одни пакетики, принести свои черные пакетики и сложить в один большой черный пакет в Народном собрании Гагаузии. Константинова попросить слететь к Шору и попросить оплатить все И мы штрафы попросим за даже день. власти Кишинева эту транзакцию пропустить, чтобы люди могли получить эти деньги и закрыть эти штрафы. Мы сейчас с вами тут шуточно предлагаем может быть, какие-то... мы Ну, слушайте, действительно потому что уже об этом невозможно серьезно через говорить. призму юмора, но на самом Да. деле вы полетели в Израиль, вернулись 500 миллионов леев инвестициями. И с аэропортом. Через месяц землю выделяем. На самом деле людей подставили под всю ту ситуацию. Штрафы — это же только один элемент всей той ситуации, в которой мы страдания, оказались. А как 70-летнему человеку перенести то, что ему принесли штраф, или то, что он увидел полицейского, или то, что ему надо идти в А суд у человека нет защищаться? сейчас этих денег, он не знает, как их вернуть, как собрать эту сумму. А у человека поставили штраф, превышающий те суммы, которые он получил. Слушайте, мне кажется, этот сценарий вполне хорошим и способным защитить. Вот в юморе всегда есть что-то рациональное. Вот на самом деле, давайте-ка мы призовем всех квитанции по штрафам собрать и отправить Константинову. А что? Пусть решает Уверяли проблему. Он людей, говорил о том, что что это законно. Да. Оставим Да. Башкана, она и так несет наказание, уже находясь в тюрьме. Но вы же были там, вы Аксакал, вы мудрец, вы знаете законодательство. И что нужно сделать с Михаилом Влах, чтобы он ответил за то 11 миллионов леев, которые использовались как рупор Шора в Гагаузии? Я сейчас говорю о ГРТ. Что нужно делать? А Михаил Влах общественный деятель. Ему даже в отставку никуда не надо уходить. Он же общественный деятель, он нигде не работает.
Смотрите, то нам его представляют как советника, а то, первоначально, да, в 2023 году. А вообще, что кроется за тем, что человек слетал туда вместе с Константином в Израиль? Явно, что он тогда был председателем наблюдательного совета, насколько я помню, когда он встречался в Израиле. Затем он отказался от должности председателя наблюдательного совета, и туда были избраны вот другие члены наблюдательного совета, и возглавила совершенно другой человек этот наблюдательный совет. То есть получается, что как только говорить о ГРТ, сделал это и подал на блюдечке Шору общественное телевидение с 11 миллионами леев Влах Михаил, а отвечать, если теперь придется, а я думаю, что придется отвечать коллегиальному органу, наблюдательному совету за те штрафы почти миллиона леев, которые выплатила ГРТ за 2 года за незаконную деятельность. Да? Михаил Влах в сторонке, а отвечать, то есть он вовремя снял с себя вот эту обязанность быть председателем наблюдательного совета. Получается ли, я не знаю, давайте поразмышляем, получается, что Константинов вовремя уходит, Михаил Влах вовремя ушел, Евгения Гуцул не сообразила вовремя уйти, а Марина Таубер уехала вовремя. 12 или сколько там разных представителей структур Шора по Молдове скрылись от правосудия. Многие из них тоже получили тюремные сроки. Осталось ГРТ, где нет руководителя, который тоже ушел, как мы понимаем, да, написал заявление по собственному желанию, наблюдательный совет подписал это заявление. Исчез из Гагаузии Кузнецов, который тенью ходил за Башканом Евгением Гуцул. То есть получается, что те люди, которые были в первом ряду в числе тех, кто заключал какие-то соглашения с Шором, они не смогут нести ответственность, потому что они ничего не подписывали. У них нет ответственности, а вот ответственность только у тех людей, которые приняли эти деньги, теперь они платят штрафы. В сухом остатке только 2 пострадавшие стороны. Какие? В институциональном плане это Гагаузская автономия и ее жители. И в личном плане это глава Гагаузии, который находится в тюрьме. А остальные все, даже через отпуск, положенный им по закону, уходят в почетные отставки. Так о чем это говорит? Это говорит, мы с вами говорили об этом, что целенаправленно человека привели к тюрьме. Привели своими действиями, незаконными действиями. Людей привели незаконными действиями к этим штрафам. Людям просто нужно говорить правду, показывать это документально, чтобы люди об этом знали. Примут ли люди эту правду, осознают ее или нет, это уже мы не знаем. Да, но нам надо быть открытыми и честными. Вот пойдет Константинов снова на выборы. Как минимум, сейчас его беру как пример, можно брать любого другого депутата, который был замешан в этих схемах Шора. Пойдет избираться, и снова люди могут проголосовать за такого, потому что очень легко он убедит 180-200 человек, что он-то в этом не виновен. Видите, вы же получали деньги, вам было хорошо. А если бы я не слетал туда, в Израиль, не было бы этой помощи. Александр Григорьевич, вы сегодня часто говорили про политическую ответственность, но вот как раз-таки политической ответственности эти люди не боятся совсем. Она а не прописана. другой ответственности, как мы видим, на них возложено и не будет. Есть еще историческая ответственность, которая обязательно будет возложена на тех, кто привел Гагаузию к таким результатам. И мой вопрос в этой студии, Александр Григорьевич, завершается практически, да? Мандат завершился официально, но так как выборы на 22-е, Народное собрание продолжает работать. Почему законодательный орган, этот в том числе, но и не один, не принимал такие законы, которые ставили бы самих депутатов Народного собрания Гагаузии в какие-то жесткие рамки по степени ответственности перед законом? Вот таких законов нет. Даже то, о чем сейчас говорит Лена Федоровна. Политическая ответственность. Что такое политическая ответственность? Что-то эфемерное. Нравственная ответственность. Что такое нравственная ответственность? Ну, кто-то чувствует, а кто-то нет. Кто-то совестливый, а кто-то нет. А вот по закону, как отвечают сейчас люди и выплачивают эти штрафы, вот у депутатов Народного собрания такой ответственности нет. Можно пример даже привести такой? Мы все помним, мы с вами работали вместе, продвигали закон о питании детей в школах, и мы помним тех депутатов, которые проголосовали за приостановление действия этого закона. И на следующих выборах за тех же людей, кто голосовал за приостановление действия этого и ряда других важных законодательных инициатив, за них люди проголосовали еще раз. Вот что значит политическая ответственность.
Ну, возвращаясь к ответственности, вы имели в виду сейчас уже не политическую. Да. Каждый депутат Народного собрания, он сейчас простой гражданин перед законом, потому что у нас нету иммунитета. Его сейчас нету. То есть, если люди То нарушили сейчас закон... ничего уже делать и не будут. люди Они на- знают, если- что у них нет его иммунитета. нет не вчера, его нет уже несколько лет. То есть, судебная инстанция отменила. Сейчас мы полностью равны перед законом, как и должно быть, как и каждый гражданин, как каждый житель Гагаузии. Поэтому, если у человека есть претензии со стороны органов правопорядка, они должны быть предъявлены. Александр Григорьевич, мы знаем, как закончилась парламентская избирательная кампания, как проголосовала Гагаузия. И вот сейчас я буквально на днях прочитала, что 4 села, 4 или 3 Камрадского района будут получать помощь Европа дома, да, и будут строиться дороги, и Авдарма, по-моему, в том числе есть в этом списке, дороги, пешеходные, тротуарные дорожки. И снова Гагаузия, то есть европейская помощь все эти годы, 2 года в том числе, продолжала приходить в Гагаузию, и большое число примарей участвовало в этих грантовых заявках, получали и внедряли эти проекты. Скажите, пожалуйста, обсуждали ли когда-то депутаты Народного собрания Гагаузии, которые должны были, мне кажется, это обсуждать. Много приходит европейской помощи, а депутаты говорят, что нет, нам нужна с Россией дешевый газ, одно, второе, третье. И никогда депутаты не говорили о том, что инфраструктурные проекты в Гагаузской автономии, как нам кажется, больше всего сделаны за последние годы на европейские деньги. А как вы думаете, или было ли это на заседаниях Народного собрания, чтобы кто-то из депутатов предложил бы, да, давайте примем какое-то решение, что мы не участвуем ни в каких европейских грантовых, мы запрещаем участвовать в грантовых заявках, потому что мы не хотим ориентироваться на Европу, потому что мы голосуем так. Может, проголосовали так? Значит, И на референдуме, и на последних выборах. То есть мы не отказываемся от европейской помощи. Были ли какие-то обсуждения внутри депутатского корпуса, что Гагаузия может отказаться от европейской помощи, у нас есть свои внутренние ресурсы для развития? конечно, таких дискуссий не было. Значит, первое место как донор для Гагаузской автономии занимает Республика Турция, второе Европейский Союз, остальные с большим отрывом. То есть это 2 главных донора. Возвращаясь к европейской интеграции. Нам в Гагаузии нужно осознать, что европейская интеграция – это необратимый процесс для Республики Молдова. И не только потому, что это конституционное решение, а потому, что последние парламентские выборы показали, и вообще это показывает, что примерно 60% населения нашей страны, я сейчас говорю не про Гагаузию, ориентировано на Европейский Союз. И это нужно воспринять как должное. И гагаузской автономии нужно становиться не препятствием для Республики Молдова европейской интеграции, а наоборот вовлекаться в этот процесс. И очень важно людям разъяснять плюсы этого. И тут очень важно отношение Кишинева, потому что при президенте Республики Молдова есть комиссия по европейской интеграции. Там нет ни одного представителя Гагаузии. То есть Кишиневу нужно вовлекать гагаузскую автономию в европейскую интеграцию, разъяснять и не давать возможность спекулировать только на том Гагаузии, что европейская интеграция или Европа – это ЛГБТ-сообщество. То есть вот эту пропаганду от наших людей, которые на 90% являются православными, нужно объяснить людям, что это неправда, что каждая страна имеет суверенное право в принятии решения, как относиться к правам сексуальных меньшинств. И Европейский Союз – это прежде всего другой контекст, о котором мы должны говорить. О том, что европейские деньги – это возможность для развития нашей экономики. О том, что европейские деньги – это возможность сохранения и развития гагаузского языка, потому что есть хартия местных региональных языков Европы, которая отдельное специальное внимание фокусирует на сохранении языковой политики национальных меньшинств. И третье, европейские деньги, по сути, это бездонный фонд для развития нашей инфраструктуры. Вот Гагаузия, да, мы знаем, как голосуют наши люди. Я не совсем согласен с теми цифрами, которые были последний раз, потому что парламентские выборы показали, что партия ПАС и альтернатива, которая является также проевропейской, согласно заявлениям ее лидеров, набрали в совокупности 15% в Гагаузии. Это больше, чем были результаты до этого. И если убрать вот эту пропаганду, связанную с тем, что это вызов для традиционной семьи и так далее, а говорить о том, что это все-таки развитие нашей экономики, возможность сохранения гагаузского языка, и самое главное, это европейские гарантии для специального статуса гагаузской автономии, потому что автономия в Европейском Союзе чувствует себя привилегированно.
Вот если мы уйдем от этого фокуса, что давайте скажем то, что люди хотят услышать, чтобы нас выбрали, а будем говорить правду, я в том числе говорю это и о примарах, которые не стесняются в Фейсбуке, в социальных сетях делиться проектами, которые реализуются у них в населенных пунктах, и не всегда говорят о том, кто эти доноры, не благодарят их, не говорят о том, что эти проекты реализованы за счет Европейского Союза. Вот чем больше мы не будем политиканами, да, а чем больше мы будем открытыми к нашим людям и говорить о том, что Европейский Союз – это не угроза Российской Федерации, это не против России, а Европейский Союз – это для того, чтобы наша страна чувствовала себя в безопасности, потому что с момента создания Европейского Союза на европейском континенте нет войн. Вы это хорошо сказали только что. И вот один момент. Одними из архитекторов Европейского Союза были Германия и Франция. Германия и Франция, которые воевали между собой, наверное, больше, чем любая другая страна. Там перемешаны города, которые были французские, немецкие, Страсбург и так далее, и так далее. И они подумали, слушайте, сколько мы можем воевать? Ну давайте мы снимем эти преграды, чтобы у нас были общие границы, чтобы мы сохранили себя как нация, но тем не менее мы жили в согласии и в мире. Это же нормально. Мы граничим с Украиной и с Румынией. У нас нет другого пути, и большая часть населения считает, что это правильно. Нам надо уйти от этих предрассудков, и не нужно пугать людей. Не нужно говорить им то, чтобы сохранить себя у власти. Потому что мы знаем, что у нас люди евроскептики, ну по сути своей. Но тем не менее, я хочу вам один пример привести. Евроскептики по неинформированности. Кто представляет Европейский Союз в Гагаузии? Это очень важно. Потому что Ирина Федоровна Влах, она тоже проевропейка, ну по ее заявлениям. Но мы знаем, что в ее правлении были самые некрасивые операции, связанные с европейскими проектами, когда не было ни прозрачности, ни справедливости. Проекты получили приближенные люди. Это же тоже проевропеец, ну, с таким подходом. Но если проевропейцы, тот же Александр Стайногла получил на первом туре президентских выборов 50% в Гагаузии. Он официально заявляет, что он проевропеец. То есть для гагаузского человека очень важно, а кто представляет Европейский Союз. Если это чистый порядочный человек, то и уходят в сторону вот эти стереотипы. Если это человек, который пользуется Европейским Союзом просто для личного обогащения, конечно, это отталкивает. Поэтому очень важно, кто будет продвигать эти идеи. И очень важно, чтобы Кишинев вовлекал Гагаузию в эти процессы. Не махнул рукой, а за нас там не голосуют и не поддерживают. Это не государственный подход. Вы это хорошо сказали о том, что надо понять, что европейские фонды – это вот такая безграничная возможность развивать инфраструктурно наши села. И упомянули примары в связи с этим, что примары делают посты. А вот как вы думаете, почему примары, которые имеют огромное влияние на людей и имеют огромный авторитет, они публично не говорят о тех вещах, о которых вы только что сказали, хотя я уверена, что они прекрасно знают. И примары больше всех получают подтверждение своего авторитета и укрепление своих авторитетов лично, потому что на деньги европейских фондов они делают очень многое. Да. А люди любят этих примаров, уважают и ценят их, и голосуют за них дважды, трижды, только потому что при них что-то делается, они что-то делают. А делают-то они это за европейские деньги, но не говорят об этом публично. Почему? У вас есть ответ? Потому что у нас в Гагаузии очень много лицемерия по отношению к Европейскому Союзу. Мы хотим получать их проекты, инвестиции, но мы не хотим их продвигать или промовировать. Можно отказаться. Если Европейский Союз, как нам транслировал Аншор, это прежде всего ЛГБТ-сообщество. А зачем мы тогда пишем эти проекты европейские? Примары, Гагаузия участвовала в этих проектах. Если это зло, зачем вы с ними сотрудничаете? Зачем мы получаем деньги? Зачем вы получаете эти проекты? Вы же укрепляете, получается, эту ось зла, по вашим словам. Поэтому примары тоже скованы тем, что за них потом люди проголосуют, а мы будем говорить про Европейский Союз. Я напомню, что в нашем примарском корпусе значительная часть прошла от партии Возрождения, от партии, связанной с Иланом Шором. Им, кстати, тоже нужно уходить в отставку, если поступать справедливо и по-честному, как объявил их. Но даже в эти населенные пункты приходят европейские проекты. А потому что если не европейские проекты, то других нет. Не надо этим лицемерием заниматься. Мы избраны для того, чтобы сделать жизнь людей качественной, чтобы публичные услуги были более качественные для людей.
не важно, как вы это сделаете, но вы должны сделать после своего мандата, оставить след хороший для человека. И не нужно прикрываться вот этой геополитикой, непонятными вещами. Гагаузия — это политическая автономия, но не 95% повестки дня должна занимать политика. Мы должны думать, что будет завтра. Румыния развивается. Унгень. В Унгенах выиграл примар у представителя ПАС во втором туре. Болезненнейшее поражение для правящей партии. Что делает примар Унгень в этом мандате? Воюет с Кишиневым? Воюет с ПАС? Нет. Это один из лидеров по привлечению средств и бюджета, и европейских средств. И Унгень на наших глазах становится европейским городом у нас в Молдове. Хотя Унгена это просто районный центр, Это да? меньше Камрата. Это сегодня строят мост. Да, у нас какие возможности, и нам еще, как говорится, Господь даровал еще Турцию, да, то есть безграничные возможности для развития. Европа поддерживает регионы, местные языки. Да, Турция государство, поддерживает Гагаузию. ведите себя порядочно, и мы вам будем помогать. Турция говорит, сохраните свой родной язык, он для нас очень близок. Учите государственный язык, чтобы вы туда интегрировались. И дружите, сотрудничайте с Кишиневым. Мы делаем все наоборот. Осталось только научиться избирать людей, которые могут грамотно работать на тех должностях, на которых они назначены. И не держаться за свое место, не держаться за свой мандат. Гагаузия жила, живет и будет жить и без тех, кто представляет сегодня власть Гагаузии. Не надо думать, что мы, как мне говорят некоторые коллеги, а вот пройдут выборы, а выберут там, не знаю, но не нас. А что мы, какие-то небожители, или составили какой-то... Придут другие люди, не надо думать за кого-то, что произойдет. Поэтому будьте честны перед людьми. Не будьте с народом, в кавычках, вот как я начинал с вашего, а делайте так, чтобы людям жилось лучше. Александр Григорьевич, вы были своего рода, не обижайтесь, белой вороной в Народном собрании Гагаузии. Вам от этого дискомфорт какой-то испытываете? Значит, насчет белой вороны. Нет, не белой, потому что были люди, которые голосовали, как и я. И это Народное собрание, или тот урок, который мне преподнесла судьба с моей отставкой, она открыла совсем другое. Не тот негатив, который нужно воспринимать, а поступок Михаила Николаевича Железогло, который человек, когда посчитал, что неправильно поступает со мной, положил свой мандат. Просто он не спорил с Шором, он не, у него была своя позиция, но он не был такой активный, не был такой публичный. Но в то же время он, когда увидел, что поступает несправедливо, то есть я шел к этому, да, осознанно, что это могло быть. А человек, когда увидел, что несправедливо, просто решение, ушел с работы, положил свой мандат. Хотя по степени его влияния на юридическую жизнь Народного собрания трудно переоценить, потому что он был связующим звеном между аппаратом Народного собрания, специалистами, профессионалами, и нами, политиками, которые иногда говорят то, что не надо говорить. Он это связывал. Если бы он там остался, не было бы вот этого бардака юридического, который сейчас есть. Но, Александр Григорьевич, не говорит ли это о том, что Гагаузии не нужны такие люди, от них быстро избавляются? Нет, это говорит о том, что есть поступки. Есть поступки вот таких людей, как Михаил Николаевич, есть поступки тех людей, которые ушли с ГРТ, которые остались со своим именем. Есть поступки того же моего коллеги с Вулканешт Петра Фазлы, художники, которые участвовали в становлении Гагаузии, которые вышвырнули с работы. Представляете? По гагаузскому закону его не могли снять. Нашли молдавский закон, что пенсионеры освободились. Это в Гагаузии происходит, понимаете? Мы хотим уважения от Кишинева, а у нас в Гагаузии заслуженного человека по Трудовому кодексу Республики Молдова, зная, что в Гагаузии есть нюанс, когда можно было продлить с ним полномочия, его снимают за то, что он тоже не голосовал, за то, что он тоже против Шора. Тоже не свой. Есть много людей, примеров, есть в больницах хирурги, которые не написали эти заявления на получение помощи. Они сказали свою позицию. Мы не будем писать такие заявления. И что, их уволили? Их не уволили, но другие взаимоотношения. Другое, когда ты идешь наперекор директору или наперекор начальнику. Это же, почему с нами так поступили? Чтобы дать пример другим, назидание. Шора нельзя критиковать, Константинова нельзя критиковать, Гуцул нельзя критиковать. Иначе с вами будет вот как с ними. Поэтому многие люди, которые честные и порядочные, затаились. Хотя имеют это мнение, боятся говорить его вслух.
Александр Григорьевич, мы как журналисты с Леной Федоровной должны сказать, что критиковать можно и нужно, особенно власть, потому что развитие любого общества именно в качественно действующей власти и в качественно дающей оценку этой власти обществе. Поэтому если мы, гагаузское общество, тоже это поймем и примем и признаем, что выбирая, мы не только имеем право избирать, мы имеем право и обязаны требовать. Вот эти два действия, они, как мне кажется, должны быть тождественны в гражданине. Будем думать, что мы с вами будем в этой студии еще уже не на эти темы. Шор в Гагаузии. Ушел и ушел, да пусть уходит уже. А уже с тем хозяйством, которое осталось после Шора, да, надо разбираться. И, к сожалению, разбираться надо Гагаузии. Шор с этим разбираться не будет. Спасибо вам за сегодняшнюю дискуссию. Друзья, мы на этом ставим точку. Я, Екатерина Жекова и Елена Карамид. Говорим вам спасибо. Ставьте лайки, если вы эту дискуссию досмотрели. Ну, подпишитесь, если вы вдруг этого еще не сделали. Порекомендуйте друзьям. Нам очень важны ваше мнение. Пишите комментарии и подавайте нам темы, которые вы хотели бы, чтобы мы обсудили в этой студии. Ну а сейчас пока. До встречи. Мы все хотим достойных условий жизни. Мы все хотим качественной медицины. Мы все хотим хорошие дороги и коммуникации. Мы все хотим высокие зарплаты и пенсии. Мы все хотим, чтобы работали законы. Мы все хотим лучшего для Молдовы, и это нас объединяет. Значит, мы единомышленники.